Добрый день, уважаемые абитуриенты! Рада приветствовать вас на программе психолого-педагогическое образование, психология и социальная педагогика. Те, кто поступает к нам на заочную форму обучения и будут сдавать внутренние экзамены. Меня зовут Трофимова Екатерина Владимировна, я являюсь руководителем данной программы и заведующей кафедрой профессионального и социального образования. Моя цель сегодня познакомить вас со вступительными экзаменами, которые ждут вас буквально скоро. Итак, первое вступительное испытание называется «Основы социальной педагогики». Вы сдаете дистанционно тестирование. Вы будете отвечать на 25 вопросов, и максимальное количество баллов, которые вы можете получить, это 100 баллов. Минимальное количество проходное – это 40 баллов. Время, которое вам дается, 60 минут. Обратите, пожалуйста, внимание, что 60 минут начинается с момента, когда вы начали тест, начали отвечать на первый вопрос. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время будет увеличиваться на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. Но обратите, пожалуйста, внимание, вот красным на данном слайде выделено, что вам дается всего лишь одна попытка, повторно пройти тест не получится. Но времени достаточно для того, чтобы ответить на 25 вопросов. Итак, какие же вопросы вас ожидают? Прежде всего, это вопросы из области педагогики социального развития человека, вопросы, связанные с семьей как первичным институтом социализации ребенка, вопросы по теории социализации и основам виктимологии. Что означает дистанционная форма сдачи? Первый вход через логин и пароль, которые будут вам высланы на электронную почту. Для того, чтобы не пропустить, когда придет этот долгожданный логин, просим вас проверять папку спам, потому что иногда письма от приемной комиссии выпадают в эту папочку. Дальше вы будете посещать сайт для дистанционной сдачи экзаменов под своим паролем, который вам необходимо изменить при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом, который вы будете сдавать, нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно ваше лицо и главный разворот паспорта, там, где фамилия и ваше фото. Еще раз напоминаю, время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Это 60 минут и одна попытка. Для того, чтобы более подробно познакомиться с инструкцией для сдачи вступительных экзаменов, мы рекомендуем вам в личном кабинете абитуриента ознакомиться с данной информацией. На данном слайде отмечено, где и как вы можете эту информацию найти. Расписание вступительных экзаменов также вы можете посмотреть на сайте приемной комиссии в разделе «Расписание вступительных испытаний». На данном слайде выделено время сдачи вступительного экзамена по основам социальной педагогики. Это 22 июля, значит, консультации, и 23 с 10 часов до утра до 10 часов вечера вы сдаете вступительные экзамены. Обратите, пожалуйста, внимание, это для тех, кто подал документы с 20 июня по 20 июля. Те, кто подаст документы позже, то есть 21 июля по 12 августа, время вступительных экзаменов и дата меняется. Это 17 августа и резервный день 20 августа, также с 10 до 22 часов. Да, действительно, временной интервал достаточно большой, но мы не советуем вам откладывать прохождение теста до 10 вечера, потому что, во-первых, вам нужно целый час для того, чтобы пройти время, то есть не позже 8 часов вечера мы рекомендуем вам данную процедуру уже завершить. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Но опять-таки на сайте приемной комиссии есть программа соответствующего экзамена. Обратите, пожалуйста, внимание, это вот также на слайде указано, где можно эту программу посмотреть и на нее ориентироваться. Вот сама программа, она представляет из себя достаточно объемный документ, где описаны
там цели, задачи данного экзамена, описано, какие технические возможности вашего компьютера должны быть для того, чтобы вы беспроблемно прошли это испытание. Описано, что не нужно делать для того, чтобы не провалить это испытание. Ну и помимо основных разделов, о которых мы говорили выше, есть рекомендованная литература. Но основные учебники, на которые я прошу вас обратить внимание, это вот Василькова «Социальная педагогика», курс лекций, это Мордахаев «Основы социальной педагогики» и «Социальная педагогика. Практикум для студентов средних профессиональных образовательных организаций» под редакцией Тарухти. Это как бы рекомендуемая литература. Также вы можете посмотреть информацию в доступной сети интернет. Что из себя представляют тестовые задания? Значит, тестовое задание – это предложение, которое нужно закончить. Да, оно становится истинным, если вы вводите один из трех вариантов. Ну, в данном случае они не пронумерованы, но это будет там 1, 2, 3 или А, Б и В. Социальная педагогика – это наука, и нужно закончить. О чем эта наука? Да? Объектом социальной педагогики является, опять-таки, из трех вариантов нужно выбрать один правильный ответ. Один правильный ответ, не больше. Обратите внимание, есть вопросы, где вариантом ответов являются все ответы верны, но не спешите выбирать именно этот ответ, потому что здесь тоже может скрываться такая заковыка, скажем так, да, и не обязательно этот ответ, на который вы сориентируетесь, будет правильным. То есть внимательно читайте сам вопрос и все варианты ответа. Так, ну и вот информация о том, кто я, фамилия, имя, отчество, почта, которую вы можете писать, мой телефон, куда вы можете позвонить и задать интересующие вас вопросы. Благодарим за внимание и за выбор нашей программы. Ждем вас. Удачи всем!